أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мухаммад, саллиллаху алейхи, обращаясь и обучая нас, как верить в Аллаха и каким должен быть совершенный иман, обращает внимание на зикруллах, то есть поминание Аллаха про себя же. Он говорит, что «танаму айнай валя янаму кальби», то есть мои глаза хотя и спят, но в то же время сердце мое постоянно в бдении, сердце мое бдит, то есть никогда не спит, всегда наготове, всегда готов к приказу Аллаха. То есть сердце мое постоянно поминает Аллаха. Даже будучи в сонном состоянии, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, всегда поминал Аллаха. Это переводится у Мунави, канзуль хакаик. И в продолжение этому Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Хайру дзикрил хафию ва хайру ризки ма якфи». То есть самый благословенный зикр, на самом высочайшем уровне, тот зикр, который достоин высочайшего уровня, это зикр аль-хафи, то есть скрытый, неслышный, зикр аль-кальби. Вместо того, чтобы сердцу стучать как тук-тук, как бы он говорит, что мое сердце произносит всегда Аллах, Аллах, Аллах. И языком, и всеми мыслями, помыслами, и даже сердце у Мухаммада, саллаллаху алейхи, говорит, что Аллах, постоянно поминает Аллах. И он к нам, обращаясь, говорит, что «Афдалю зикр, зикр хафи». Самый хороший, самый благословенный зикр, тот, который хафи. Почему? Потому что джахри зикр очень хороший. Там участвуют все органы тела. И язык, и глаза, и уши, и в то же время и все клетки организма участвуют. И даже слышат кирам аль-катибин, те, которые записывают наши плохие деяния и наши хорошие деяния. И даже слышит шайтан. Но тот зикр хафи, который произносится сердцем, шайтан, не слыша, подходит к человеку, ударяется об этот зикр, об это поминание Аллаха, и Аллах как бы его убирает еще подальше. Он незаметно подкрадывается, шайтан, и незаметно ударяется об поминание, об зикр Аллаха, и в то же время, не выдерживая той силы, того света божественного, того нура, произносимого искренним сердцем мусульманина, шайтан получает очень такое тяжелое, как бы, можно сказать, ранит его, получает ранение и уже больше не приближается, отдаляется. Ва хайру ризки ма якфи. И тот самый хороший ризк, это тот ризк, тот достаток, самый хороший достаток, это тот, которым доволен раб. То есть пусть это будет малый достаток, но этот достаток удовлетворяет мусульманина, и он доволен им. И вот этот ризк, этот достаток, ему достаточно. Достаток от слова «достаточно». То есть ризк, который дает Аллах субхану ва тааля, ему становится достаточным. Он благодарит, постоянно благодарит. И Мухаммад, саллаллаху говорит об этом. «Афдалю зикр аль-хафи». Это высшая степень зикра, высшая степень поминания. Человек постоянно думает про Аллаха, его сердце постоянно бьется со словами «Аллах». Так же, как и Сайид Шах Бахауддин Накшбанд, рахматуллахи алейхи, говорил «Дастбекар дил беяр», то есть руки в деле, сердце с Богом. Где бы вы ни были, каким бы делом ни занимались, ваше сердце должно постоянно быть с другом, то есть с Аллахом. Постоянно должно повторять имя Аллаха. Почему?
Поэтому тоже есть хадис про это. Говорит, что قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما ذكرتني شكرتني وإذا ما نسيتني كفرتني. То есть, о сын Адама, когда ты меня поминаешь, когда ты совершаешь зикр, значит, ты меня благодаришь. Но когда твой язык и твое сердце перестает поминать меня, перестает совершать зикр, то ты совершаешь куфр. То есть ты отходишь от меня, ты забываешь меня. الشيطان يلتقم قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خانس عنده وإذا نسي الله التقم قلبه. Говорит еще в другом хадисе Мухаммад ﷺ. В действительности шайтан постоянно стремится завоевать сердце мусульманина. Хочет залезть туда и полностью облачиться в его тело, превратиться в ханнаса, от которого мы просим, чтобы Аллах нас уберег. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. О Аллах, прибегаю к тебе от ханнаса. Кто они? الذي يوسوس في صدور الناس. Те, которые наущают человека, тот шайтан, который наущает человека миналь джиннати ван нас, в обличии джина или в обличии человека. И об этом предупреждает Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. الشيطان يلتقم قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس عنده. То есть, если он поминает Аллаха, шайтан близко не может подойти к человеку. Он уходит от человека, убегает прочь, так же, как человек, испугавшись, убегает от зверя какого-то. Шайтан убегает от этого человека. Но если он перестает поминать Аллаха, шайтан обратно старается завоевать его сердце и залезть в его сердце. Из-за этого еще в одном хадисе, уже от Суюти Джамиу Сагир, Мухаммад саллаллаху приводятся слова Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, где говорится «Зикруллахи шифауль кулуби». То есть поминание Аллаха, зикр Аллаха – это лекарство для сердец. Лекарство для сердец, потому что иначе человек заболеет. Об этом говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в одном хадисе, который мы уже слышали и постоянно об этом рассказываем, и многие мусульмане рассказывают об этом, что есть в теле, в организме человека кусочек мяса. Если этот кусочек мяса здоровый, то все тело здоровое. Если оно больное, то все тело больное. И этот кусок мяса называется кальб, сердце. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Зикруллахи шифауль кулуб». То есть поминание Аллаха – это лекарство, это лечение сердец мусульманин. В этом же сборнике «Канзуль Гирфан» Мухаммад Асхат аль-Эрбили приводятся слова пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит: «Зикру хайрум минас садакати». Зикр превосходнее, чем раздавать милостыню. То есть раздавать милостыню – это такое благое дело. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, обращаясь к нам, говорит, что «Зикру хайрум минас садака». Зикр даже лучше, чем раздача милостыни. Да, мы раздаем милостыню, получаем за это вознаграждение. Да, это нужно. Ни в коем случае нельзя отрицать раздачу милостыни. Ни в коем случае нельзя бить по рукам того человека, который хочет дать милостыню. Нет, но здесь должен знать, что милостыню может раздавать человек, у которого есть некий достаток. Но зикр, поминание, совершать могут все. Независимо, больной, здоровый, бедный, богатый. Из-за этого Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, обращаясь к нам,
говорит, что совершайте зикр, совершайте зикр. ما اجتمع قوم على ذكر الله فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم من أجل الذكر. Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, говоря о совершении поминаний зикра Аллаха, обращаясь к нам, говорит: Аллах субхану ва тааля до того момента, как вы закончите в халка, то есть в этом кругу, поминать Аллаха, до окончания этого зикра, вы уже вознаграждены. Аллах субхану ва тааля вознаграждает вас. И вы не встанете с места зикра, не будучи вознаграждены величайшим вознаграждением Аллаха. Потому что в одном из хадисов, мы уже с вами об этом рассказывали и услышали, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит нам: успейте собрать плоды, райские плоды из райских садов уже в этом мире. Что же за плоды из райских садов? Обратились к нему сахабы. Это халкату зикр. Те места поминаний, где люди сидят и поминают Аллаха. Не сплетничают, не злословничают там, не обвиняют кого-то, не рассказывают про политику, об этом мире, о богатствах, о финансах или прочих. А действительно самые благородные маджлисы, самые благородные места – это места поминания Аллаха. И ошибаются те люди, которые обвиняют неких людей, которые собираются для поминания Аллаха, для поминок в определенный день, или же собираются и поминают, совершают зикры, воздают салават и приветствие Мухаммаду, саллаллаху алейхи салям, во время маджлисов мавлида, во время празднования его мавлида. Ошибаются эти люди, говорят, что это бидгат. Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, говорит, что посещайте такие места, стремитесь ухватить, собрать плоды райских садов из таких мест. Как же они далеки от поминания Аллаха, те люди, которые отрицают и которые злословят про тех, которые собираются ради пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, на мавлидах, ради Аллаха и ради пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, в других местах собраний, в другие памятные даты в виде поминок, 3, 7, 40 или годовщина дни, или же в виде кадр, лайлатуль кадр, лайлатуль бараат, лайлатуль маулюд, дни мавлида, или что-то, или другие. Рагаиб. Или просто собрались, сидят в кругу и говорят: «Ла иляха илляллах, ла иляха илляллах», обращают свое сердце к Аллаху. Говорят: «Аллах, Аллах, Аллах», просят Аллаха. И говорят: «Аллахумма салли аля саидина Мухаммад, ва аля али саидина Мухаммад». Некоторые тут находят: а почему же он саид? Он саид аль-Мурсалин. Если он саид, господин всех пророков, о котором он сам говорит: «Я саид аль-Мурсалин, ва хатмун набийин», почему же нам запрещено говорить ему саидуна Мухаммад, алейхи афдалу салату ва тахият? Ошибаются эти люди. Покаяться нужно этим людям. Попросить прощения у Аллаха за то, что они сквернословят. Не поминают Аллаха, а сквернословят. Если про кого-то, который говорит, сидит и говорит: «Ла иляха илляллах, Мухаммаdur Расулуллах», говорит: «Ассалату вассаляму аля Расулиллах, аля Саидина Мухаммад», или говорит, или совершает другие зикры в виде Аллах, или хай, или хак, или ху. И когда они начинают обвинять этих людей в какими-то непристойными словами, они сквернословят, они должны покаяться, пока живут в этом мире. Потому что насчет зикров Аллах субхану ва тааля нам сказал: «Фазкуруллаха зикран кафиран, ва идh кудиятус салату фазкуруллаха, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون عن خلق الله». Это все аяты Корана.
Аллах Субхану призывает, и в хадисе Кудси тоже говорит, что «Я абна Адама иннака ма закартани шакартани». Когда ты совершаешь зикр, поминаешь меня, ты благодаришь меня. Когда забываешь поминать меня, когда перестаешь совершать зикр, то значит ты совершаешь куфр по отношению ко мне, неблагодарный. И если кто-то начинает сквернословить про тех людей, которые совершают зикр, нужно покаяться. Попросить прощения у Аллаха. Слезно. ما أكثر ذكر الله فقد براء من النفاق. Мухаммад, саллиллаху алейхи, если кто-то увеличит поминание Аллаха, зикр Аллаха, тот ушел от нифака, от лицемерия. В его душе, в его сердце закончилось лицемерие, заканчивается, потому что зикр Аллаха – это величайшее лекарство кулуб, лекарство сердец, как мы уже только что говорили, читали об этом. «Ад-зикру хайрум мин ас-сиям». Мухаммад, саллиллаху алейхи, что лучше, чем нафиль ураза, совершайте зикр. Держа нафиль ураза и рассматривая запрещенные вещи, болтая сплетни, вы можете на себя навлечь гнев Аллаха. Лучше, чем держать нафиль ураза, лучше совершайте зикр, собирайтесь в джамаате. Фазкуру. Аллах Субхану обращается в множественном числе. Фазкуру. Вахтасиму бихаблиллахи джамиан. Джамаатам хватайтесь за верь Аллаха, за эту веревку. Что такое? Это Коран. А что это такое Коран? Иннаху зикрум ва Куранум мубин. Коран – это зикр прежде всего и благородное чтение. قال الله من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته قبل أن يسألني. Аллах Субхану говорит в Кудси хадис, тоже приводится здесь же, в Канзуль Гирфан. И если ты постоянно занят поминанием Аллаха, совершением зикра Аллаху и забыл попросить для себя что-то мирское, Аллах Субхану даст тебе, прежде чем ты попросишь. Даже если ты забыл о том, что тебе очень сильно нужно, в чем сильно нуждаешься, ты забыл об этом попросить Аллаха, Аллах даст, прежде чем ты попросишь. Если ты забылся в поминании Аллаха, то есть ты, поминая Аллаха, настолько поминаешь, совершаешь зикр, что ты забыл, что тебе нужно что-то из этого мирского. Аллах тебе уже это даст, говорит Мухаммад, саллиллаху. Ла гибадата кат-тафаккур. Нету лучшего гибадата, вида поклонения, чем тафаккур. Тафаккур – это один из видов зикра. Размышление о всесильности Всевышнего, о Его всемилостивости и всемилосердности, о Его силе, размышление о творениях Аллаха, как же Он велик, как же Он благороден, и как же Он близок к своим рабам, и как же Он желает ввести своих рабов в свои сады благодати, которые Он создал для нас, которые называются раем. Самые лучшие из видов поклонения – это тафаккур. Побольше нужно размышлять, как создан человек, для чего он пришел в этот мир, откуда он пришел и куда идет. Об этом Аллах Субхану говорит: «Ваюхаб лиман наша инатан, ваюхаб лиман наша зукуран». О, родители, поймите, что я вам дарю, кому пожелаю, девочку, кому пожелаю, мальчика в виде детей. Это я дарю, это я вас привел. Почему? Для чего мы в этом мире? Нужно порассуждать. «Вама халактуль джинналь валь инс илля лиябудун». Да не создал я людей и джиннов просто так, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Я создал их для того, чтобы они мне поклонялись. Чтобы они мне поклонялись. «Ля лиябудун». И куда мы идем?
«Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун». Все в этом мире принадлежит Аллаху, и в этом и будущем мире все принадлежит Аллаху, и все к Нему возвращается. То значит, нас Аллах Субхану ва Тааля создал. «Инна халакнакум ва ма та'малун». Я вас создал, и все ваши деяния, говорит Аллах Субхану ва Тааля, все то, что вы совершаете в этом мире, это я создал. «Ва ма та'малун». Сура Саффа. То есть все то, что вам предназначено, это я создал. Вы только своими действиями притягиваете милость Аллаха, то, которое я вам предписал. Совершая амаль, совершая какое-то деяние, вы привлекаете к себе ризк, достаток. Я вас создал. Ко мне ваше возвращение, говорит Аллах, создал для поклонения вас. «Ауиду кулубакум ат-таракуба». То есть, сделайте свои сердца такими, чтобы они постоянно были в муракаба по отношению к Аллаху. То есть, будьте такими, чтобы ваши сердца постоянно были связаны с Аллахом. То есть, постоянно бились в ритме слова «Аллах». Постоянно. И это будет ваше счастье, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы ваши сердца были обращены постоянно к Аллаху. И это будет счастьем для вас и в этом мире, и в том. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар бирахматика.